Здравствуйте. Можно будет пару вопросов? Да. Вот недавно были выборы в Госдуму. Вы на них ходили? Нет, Почему? я не тут прописан. Была возможность в спорткомплексе проголосовать. Я не знал об этом. Ну вот 12 октября будет первая сессия обновленной Госдумы. Что-нибудь ждете от этой обновленной Думы? Я, если честно, не разбираюсь в политических делах, но я, если честно, даже не слышал об этом. Вообще что-то не интересовались, что такое Нет. Госдума? Я знаю, что такое Госдума, конечно, без этого было бы немного стрёмно, но да. А как вы думаете, вот после выборов что-нибудь поменяется? Если честно, не особо. Не думаю, что нас начнут чинить дороги, не думаю, что... Короче, все останется стабильным, просто с обновленным управлением. Вот недавно были выборы в Государственную Думу. Вы на них ходили? К сожалению, нет. А вот 12 октября будет сессия у обновленной Думы. Вот что-нибудь положительное от нее ждете? Не могу сказать, жду или не жду. Не могу сказать. вообще, Далека от политики, а на выборы не ходила по причине того, что с ковидом была. Можно было, да, вызвать, но как-то не было вообще сил и желания в этот момент. А вообще, как на ваш взгляд, может что-то измениться к лучшему вот в обновленной Думе? Я даже не могу сказать, куда уж к лучшему, да? Нет. Вот недавно были выборы в Государственную Думу. Вы на них ходили? Конечно, ходил. А если не секрет, за кого голосовали? За Единую Россию. Только Путин. Вот 12 октября будет сессия обновленной Думы. Ждете что-нибудь положительное от нее? Конечно, ждем обязательно, потому что и народ настроен позитивно, и вообще перемены должны наступить так или иначе в нашей жизни, какие в должны жизни быть города. перемены? В чем? В чем? Скажем так, в улучшении обслуживания населения, в строительстве, в сфере образования, в культуре. Сами же прекрасно понимаете, что жизнь не стоит на месте, мы движемся вперед. Вот были выборы недавно в Государственную Думу. Вы на них ходили? Да, конечно. А за кого голосовали, если не секрет? За справедливую Россию и за Тумусова. А вот 12 октября будет сессия обновленной Думы. Вы что-нибудь положительное ждете от этого нового состава? Ой, не знаю. А как считаете, вообще что-то поменяется после выборов? Да, вроде должно быть. Были недавно выборы в Государственную Думу. Вы ходили на них? Обязательно. А за кого, если не секрет, голосовали? За наших. За наших. Вот 12 октября будет первая сессия обновленной Думы. Вы что-нибудь ждете от этого нового состава обновленного? Нет. А почему? А там большинство у кого находится? У тех, кто были до того как. Поэтому ничего нового я не жду хорошего. Во всяком случае для народа, ничего хорошего не будет. А то, что вот, например, у нас в Якутии КПРФ очень много набрало, что-нибудь как-нибудь повлияет? Много это не большинство. Если было большинство, может быть, что-то и в лучшую сторону и было бы. Но пока большинства не будет других партий, ничего не изменится. Вы ходили на выборы, когда выбирали депутатов? Нет. Не ходили? А почему? Времени не было. 3 дня же было. Я работала. Все 3 дня? Ясно. А вы? Почему? Тоже заняты. Вот тут Дума будет 12 октября проводить сессию, вот первая новая обновленная Дума. Что-нибудь ждете положительного от депутатов? Ничего Я не думаю, будет как обычно, все равно ничего не изменится. ждете? И поэтому на выборы не ходите? Спасибо. Вот были выборы недавно в Госдуму. Вы в них участвовали? А дальше что? Вы за кого-нибудь голосовали? За Путина? Там вообще-то не Путина выбирали. Выборы были в Думу, вы участвовали в них? Нет, я никогда не хожу. А почему? А зачем? Уже все ясно. Я не хожу Я ходила. ни на президента. А за кого голосовали? А зачем? Зачем вообще? А я за новую партию. Вот 12 октября будет первая у них сессия обновленной Думы. Вы ждете что-нибудь положительное от этого нового состава? Ждем, конечно, как всегда. Мы ждем всегда чего-то доброго. Мы же такие люди терпеливые, пока еще терпим. Извините, А вы? Что, я? Мне как-то это все равно. Там же сидят, они все решают. А вам это что? То есть от вас ничего не зависит? От меня лично нет, наверное, потому что
Хоть в советское время тоже вот выборы были, там, что, уже заранее все ясно было. Сейчас то же самое. Так что мы уже не в Штатах живем. И уровень жизни у нас вообще ниже плинтуса. Ну так это, может быть, наверное, зависит от того, что нас активнее надо быть нам? Ну, надо бы, но у нас народ такой же, очень терпеливый, и я не знаю, почему такой народ. Где-нибудь там народ давно вышел бы на улицу. Ну, нет, у нас нет, такой не пойдет. Ясно. Ну, спасибо. Надо ждать. Надо ждать, когда царь уйдет. Может, какой-нибудь другой, более молодой придет такой. Ну, не знаю. Я что-то не уверен. Ну, надеюсь, конечно, на лучшее. А вы голосовали, вот, когда были выборы в Государственную Думу? А почему? Я работала в эти дни. Ну там 3 дня голосования шло. У меня рабочие дни были. Вообще не могли? Нет, я вообще все дни работала. Вот 12 октября будет первая сессия Думы обновленная. Вы от нее что-нибудь ждете положительного? Я даже не знаю. То есть вы вообще от политики далеко, да? Ну как, политика разносторонняя, как говорится, и мнения разные. Поэтому у меня очень тяжелая работа и ежедневная, можно сказать, ежедневная. Так что Вам не до этого, да? мне нет. 12-го завтра будет первая сессия новой Госдумы. Как вы думаете, что-то положительное ожидаете от нового состава? Ну, скорее, да. Скорее, в чем да. именно? Ну, на обустройство, скорее всего. Обустройство чего? Обустройство объектов новых. То есть ожидаете, что... Ожидаю, да, что улучшится состояние вообще. И в экологическом плане тоже смотрю, что оно изменится. То есть новая Дума будет принимать новые хорошие законы. Ну, очень надеюсь. А если не секрет, за кого голосовали? Единая Россия. Ага. Вот завтра будет сессия новой Думы с новым составом, скажем так. А что-то положительное от нее ждете? Ну, конечно, мы всегда надеемся на лучшее. А в чем именно? Ну, хотелось бы для нашей республики, конечно, чтобы у нас какая-то вот появилась уверенность в завтрашнем дне. Вот, стабильности больше, конечно, хотелось бы еще. Ну вот Дума отвечает за принятие законов. Вот какие бы законы вы хотели, чтобы изменили или приняли? Ну, законы, они же постоянно в процессе доработки, постоянно, да? Вот, поэтому, конечно, этим должны заниматься профессионалы, вот. И, ну, непосредственно, конечно, есть такие болезненные темы, как ювенальная юстиция, потом вот это вот обязательно вакцинация и прочее, да? Ну, вот хотелось, чтобы здесь было больше у нас конституционных прав в выборе, чтобы поменьше было обязаловки. Так хочется. То есть вы ждете от Единой России, что они примут законы, которые будут меньше обязаловки? Ну, конечно, вряд ли это произойдет. Да. Ну, Единая Россия, и как бы ее линия четко видна и понятна, а вот ее конкуренты, ее оппоненты, для меня лично они, я считаю, пока не такие, ну, как бы их курс не такой явно выраженный. Поэтому кота в мешке выбирать. Тут как бы социальные выплаты, у меня мама пенсионерка, все четко, и поэтому мы всегда, естественно, за стабильность. Недавно были выборы в Государственную Думу, вы на них ходили? К сожалению, нет. А почему? Мы забыли заявку отдать. Но завтра вот у нас будет первая сессия обновленной Думы. Вы вообще как бы что-нибудь положительного от депутатов Госдумы ждете? Ну, Хотелось бы. Ну, вообще они отвечают за принятие законов. Да. Вот какие-нибудь законы поменять или отменить, вот, как бы, на ваш взгляд, необходимо? Законы отменить не думаю, но можно, наверное, пару. Ну, какие принять? Или отменить? ну, даже не знаю. Не задумывались? Не задумывались. Спасибо. Были недавно выборы в Госдуму, вы на них ходили? Нет. А почему? Времени не было, работы. Вот завтра будет первая сессия обновленной Думы. Вы что-нибудь положительного от депутатов нового созыва ждете? Ну, конечно, ждем. А что именно? Ну, вообще, чтобы было все хорошо, положительно. Я не знаю, ребят, ну, честно, я в этом никак в политике. Завтра будет первая сессия у обновленной Думы. Вот от депутатов наши соберутся избранные. Вы вообще что-нибудь положительное ждете от новой Думы? Не знаю. Ну вот Дума отвечает за принятие законов. Это, может быть, какие-нибудь законы там принять или отменить, на ваш взгляд, нужно?
Не задумывались? А почему? Вне политики, да? А если не секрет, за кого голосовали? Секрет. Секрет, да? Ну вот завтра будет первая сессия у нашей обновленной Думы. Вы вообще что-нибудь положительное от депутатов ждете? Ждем, конечно, с А что надеждой на улучшение благосостояния горожан. Или наше? Нашего, конечно, простого обывателя, обычного городского жителя Ну, вообще-то республики, это жителя Госдума, республики. Государственная Дума, Российской Федерации. Ну, мы же Якутска- все относимся к России. Мы же не живем отдельно. Ну вот тогда вот принятие каких-нибудь законов или отмену каких-нибудь законов ждете от них? Ну, принятие, конечно, ждем. А каких? Отмены вряд ли. А каких законов? Ну, принятие, чтобы, ну, как обычно, чтобы мы продолжали жить лучше, а не хуже. А то все становится все хуже и хуже с каждым. Мы надеемся на лучшее, поэтому и ходили на голосование, на выборы, чтобы не остаться в стороне, чтобы как-то повлиять на, Ну, на нашу жизнь. да, на нашу с вами жизнь. Мы же всегда надеемся на лучшее. Ну, в принципе, все, конечно, очень грустно.